Цель законопроекта – устранить политическую коррупцию. То есть, чтобы политической коррупции не было. Мы поэтому переходим на многомандатные выборы. Теперь смотрите, что предлагается в этом законопроекте. Первое. Увеличить избирательный залог со 100 тысяч до 300 тысяч и сделать его невозвратным. То есть, участвовать будут те, кому не жалко 300 тысяч сомов. Обычный врач, учитель, пожарный, социальный работник не сможет принять участие. Надо сразу сказать, бедный, ты должен сидеть дома, ты не сможешь участвовать на выборах. Это выборы для богатых только. Только для богатых. Я предлагаю оставить залог 100 тысяч сомов также. Вы помните, в 2021 году многие из-за этого как раз и выступали против. Почему мы увеличиваем постоянный избирательный залог? Второе. Избирательный фонд увеличивается вдвое, с 10 миллионов до 20 миллионов сомов. Опять же, мы создаем возможность для тех, кто имеет деньги, хорошо заливать деньги на выборы. Да, я понимаю, инфляция произошла. Аренда офисов выросла, реклама, заработная плата агитаторов. Ну, хотя бы давайте, если не вдвое, то хотя бы в 1,5 увеличим. Сделаем 15 миллионов сомов. Потолок должен быть. Третье. Агитаторы с 500 человек до 1000 увеличиваются. Нанять можно будет агитаторов. Я напомню, что в 2021 году я вносил как раз ограничения по агитаторам, потому что тогда Мекеним Кыргызстан, Биримдик, партия Кыргызстан, они могли неограниченное количество агитаторов нанимать за 3000 сомов и говорить, ты не агитируй, ты только членов семьи приводи. Что будет тогда, если мы сделаем 1000 агитаторов? Один кандидат также заключит с 1000 людьми договор на 3000 сомов с каждым. Скажет, тебе не надо ходить куда-то, приведешь свою маму, папу, брата, сестру или жену. Все, у него, по сути, у каждого есть еще по 3 избирателя. За 3 миллиона сомов официально он купит 3000 человек. Это легализация подкупа. Получается, что этот законопроект создает вот уже юридически и фактически парламент станет элитным клубом для миллионеров. Уважаемые депутаты, этого нельзя делать. Далее. Здесь предлагается сделать голосование за рубежом. Как это будет происходить? Вот МИД предлагает сделать электронное голосование. А как наблюдать за выборами тогда? Кто как проголосовал, действительно ли столько людей пришло? Тяжело будет контролировать выборы, и это будет очень хорошей манипулятивной технологией, чтобы выкидывать тех или иных кандидатов. Придет, допустим, в Москве гражданин с пропиской Сукулука, но распечатают ему бюллетень Бишкека. Чисто человеческий фактор, он проголосует. А кто потом узнает, как он голосовал, за того ли он голосовал, за своего ли кандидата голосовал? Никто не узнает. Если сделать электронный, еще хуже. Этого ни в коем случае допускать нельзя. За рубежом многие развитые страны не пошли на электронное голосование, потому что они знают, что есть здесь манипуляция чистейшая. Я не буду верить этим выборам. И многие не будут верить. И я бы даже призываю многих не верить электронному голосованию. Это будет чистейший обман. Поэтому предлагаю вот эту норму убрать. Я как раз внес предложение. Но, уважаемые депутаты, чтобы вы не думали, что я только критикую, я внес предложение еще. Ряд предложений. Кандидаты сейчас, одномандатники, могут собственные средства вносить только 150 тысяч сомов. Ну что это такое? Давайте откровенно сделаем уже 10 миллионов сомов, чтобы он сам мог вносить. Почему я так предлагаю? Зачем ему ходить договариваться с родственниками, друзьями, чтобы его же деньги по 200 тысяч сомов закидывали в качестве пожертвований? Как будто он столько пожертвований собрал. Это же обман же на самом деле. Но в то же время я прошу вас помочь тем, кто не может такие деньги собрать. Давайте мы четко напишем, что сбор денег, сбор пожертвований – это не есть преждевременная агитация. В 2021 году ЦИК пытался меня наказать за якобы преждевременную агитацию, когда я обратился к гражданам за сбором средств. Я не говорил «голосуйте за меня». Дастан Далабаевич, да. вечером сраем, вы уже это... Вот все, я подвожу итог. Поэтому просил бы вас внимательно изучить вот эти предложения и не делать из парламента элитный клуб миллионеров.